Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. В эти дни в городе Якутске проводится 12-е заседание рабочей комиссии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии «Нарасва» и первое заседание подкомиссии по спорту «Нарасва». Напомню, что в прошлом году китайская провинция Хунань передала Якутии председательство в этой международной организации. И сегодня гость нашей студии – генеральный секретарь Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии Ким Ок Чхэ. Здравствуйте. Очень приятно. Но для начала, пожалуйста, расскажите немножко об истории и предпосылках создания ассоциации. Нарасва – это международная организация, основанная в 1996 году 29 региональными администрациями 4 стран Северо-Восточной Азии, включая Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Японию и Республику Корея. Целью организации является укрепление сотрудничества между региональными правительствами Северо-Восточной Азии. Секретариат Нарасва располагается в провинции Кёнсан-Пукто, Республики Корея, и на данный момент количество регионов-членов ассоциации достигло 78 региональных администраций из 6 стран, включая Монголию и Корейскую Народно-Демократическую Республику. Но вот что касается членства этой ассоциации, кто может стать участником Арасвы? Любые региональные администрации, находящиеся в регионе Северо-Восточной Азии и разделяющие общие принципы Арасва, могут стать членами ассоциации. Регион, который желает вступить в Арасва, должен подать заявку для вступления в ассоциацию, где на заседании Генеральной Ассамблеи или рабочей комиссии Арасва будет принято решение о вступлении нового региона-члена. В настоящее время от Российской Федерации в составе Арасва состоят 16 регионов. В основном это регионы из Дальнего Востока, такие как Приморский край, Хабаровский край, Сахалин, Республика Саха-Якутия и другие. Якутия является же членом Арасва с момента ее основания в 1996 году, а также внесла значительный вклад в становление ассоциации. Ну вот вы упомянули о том, что нужно следовать принципам, которые преследует ассоциация. На какие цели и какие принципы заложены в основе лежат действий Арасвы? Арасва, основываясь на принципах взаимной выгоды и равенства, доверия и уважения, обмена и сотрудничества, мира и процветания, стремится создать регион Северо-Восточной Азии, который будет совместно развиваться на основе активного сотрудничества между региональными правительствами, независимо от дипломатических и политических разногласий, которые могут возникнуть между центральными правительствами стран Северо-Восточной Азии. Если говорить конкретнее, то Арасва создает международную партнерскую сеть для того, чтобы регионы обменивались информацией и опытом для экономического развития и международной интеграции между региональными членами ассоциации. Но если говорить о заседании, которое проводится в эти дни, какая роль Республики Саха-Якутия в данном заседании? Николаев Айсен Сергеевич является председателем ассоциации. Таким образом, Республика Саха-Якутия, будучи председательствующим регионом ассоциации, является организатором данного заседания рабочей комиссии Арасва, где принимает участие 65 представителей из 19 регионов-членов 4 стран. В рамках заседания рабочей комиссии Арасва будут обсуждены пути расширения сотрудничества между регионами-членами и вопросы по подготовке к 13-му заседанию Генеральной Ассамблеи Арасва осенью 2020 года. Также представители регионов-членов представят информацию о своих мероприятиях и проектах. В этом году в нашей республике проводится первое заседание подкомиссии Арасва по спорту. Расскажите немножечко подробнее об этом. В Арасва действует 17 подкомиссий по разным направлениям, таким как экономика, культура, экология, туризм и другие. Каждый регион-член ассоциации вправе стать координатором подкомиссии в интересующей его сфере и совместно с другими регионами-членами искать пути развития в данной сфере. В 2013 году Республика Саха-Якутия выступила инициатором создания подкомиссии Арасва по спорту в целях продвижения, популяризации и обмена опытом в развитии национальных видов спорта. Если говорить о работе секретариата ассоциации, то какую роль играет именно эта структура? 우리 사무국은 대한민국 경상북도의 재정 지원하에
Секретариат Арасва был создан в 2005 году при финансовой поддержке провинции Кёнсан-Букто и обеспечивает связь между регионами, работая на 6 языках, как русский, китайский, японский, корейский, монгольский и английский. В составе секретариата генеральный секретарь, специалисты по каждой стране и направленные госслужащие из региональных правительств стран Северо-Восточной Азии. Например, для проведения заседания рабочей комиссии в городе Якутске правительство Республики Саха-Якутия за 2 месяца до проведения мероприятия направило в адрес секретариата Арасва пригласительное письмо регионам-членам. В свою очередь, секретариат Арасва направил официальные письма на каждом языке в адрес 77 регионов-членов, сформировал повестку и программу мероприятия совместно с правительством Республики Саха-Якутия. Также свел список участников, произвел перевод материалов для сборника заседания. Таким образом, секретариат Арасва занимается подготовкой и проведением заседаний Генеральной Ассамблеи, рабочей комиссии и подкомиссии Арасва. Также секретариат самостоятельно проводит международный форум Арасва, форум молодых лидеров Северо-Восточной Азии, арт-конкурс Арасва среди школьников Северо-Восточной Азии для расширения межрегионального сотрудничества и образовательно-культурного развития молодежи Северо-Восточной Азии. 하나의 예를 들면은 지난 7월 초 러시아 크라스노야르스크에서 개최된 Например, в начале июля этого года в Красноярском крае был проведен форум молодых лидеров Северо-Восточной Азии на площадке Тим Бирюса, где приняло участие более 60 человек из 5 стран Арасва, а также около 600 молодых людей из разных регионов Российской Федерации. Более того, Владимир Владимирович Путин направил личное приветствие всем участникам форума Тим Бирюса. 러시아 푸틴 대통령도 관심을 가지시고 축사를 보내준 적이 있습니다. Но если говорить о ближайшем будущем, то какие планы у секретариата, какие мероприятия, может быть, будут проводиться, какие новые форумы или дискуссии будут проведены? 동북아 지역은 지정학적으로 중앙정부 간의 Северо-Восточная Азия – это регион, где в силу своего географического расположения часто возникают разногласия и дипломатические конфликты между правительствами стран. В последнее время торговые отношения между Японией и Республикой Корея обострились по причине исторических разногласий в прошлом. 무역 분야로까지 그러나 우리는 우리 연합의 창립 정신에 입각해서 Именно в такие моменты важную роль играет развитие сотрудничества между странами на уровне регионального правительства и на гражданском уровне. 더욱 활발한 교류가 계속돼야 된다고 생각합니다. 전문가들은 21세기는 동북아시아가 По мнению экспертов, в 21 веке регион Северо-Восточной Азии имеет огромный потенциал развития. В этой связи секретариат Арасва будет прилагать все усилия для всеобщего процветания регионов-членов ассоциации и укрепления мира в Северо-Восточной Азии. Ну и в завершении нашего разговора, может быть, какие-то ваши пожелания якутянам? 저는 지난 6월 말 사공화국의 민속축제인 어세축제에 참가를 한 적이 있습니다. По приглашению главы республики мне предоставилась возможность лично посетить национальный фестиваль встречи лета ИСЭ в конце июня этого года в самом холодном регионе мира Республики Саха-Якутия. Посетив ИСЭ, я убедился, насколько народ Саха добрый и гостеприимный народ. У корейцев и якутов много общего, как внешне, так и в культурном плане. Также хочу пожелать гражданам Якутии большого развития вашей республики, а также сохранения вашей истории и уникальной культуры и в будущем. Спасибо. 계속 지켜나가 주시기 바랍니다. 마탈. Я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Желаю вам плодотворной и успешной работы. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» о межрегиональном сотрудничестве. Мы говорили сегодня с гостем студии. Это генеральный секретарь Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии Арасва Ким Ок Чхе. До встречи в эфире.